Легко ли сегодня получить водительское удостоверение в Абхазии? Об этом мы поговорим в новом выпуске программы «Грани». Та ситуация и та картина, которая была в автошколах Абхазии, не удовлетворяла никого. После проведения в течение 2 месяцев ряд встреч и совещаний с руководителями автошкол, мы можем сказать, что ситуация в автошколах немного улучшилась. Также могу заверить, что все автошколы мы будем дальше держать под контролем совместно с Министерством образования. Будем выезжать на места и проверять посещаемость и методику преподавания. Человеческая просьба ко всем, здесь, которые находятся сегодня студенты, это те люди, которые обучились в автошколах и получили знания. Мы вас очень просим оставить свои волнения, пускай камера вас не смущает, они просто снимают нашу работу, так надо. Всем желаю удачи. Первый этап приобщения к миру автомобилей – это получение водительских прав. Как их получить, в каком возрасте можно это сделать, с какими сложностями можно столкнуться. Об этом мы решили поговорить с новым руководителем МРЭО ГАИ нашей страны Дамием Авицба. Проверка теоретических знаний и практических навыков кандидатов в водителя происходит в формате экзамена, состоящего из 2 частей. Теоретическая часть проходит с использованием специальных компьютерных программ. Как отметил руководитель МРЭО, желающих получить водительское удостоверение с каждым годом увеличивается. Сегодня к нам в управление ГАИ пришли сдать экзамен на получение водительского удостоверения 70 абитуриентов, из которых положительные результаты показали 33 человека. В процентном соотношении показало 48%. В последнее время стало заметно то, что люди стали больше ходить в автошколы, потому что в РЭО усложнили сдачу экзамена, но с одной стороны усложнили какие-то вещи, но больше стали уделять внимание, допустим, вождению. То есть в том плане, что сегодня перешли, как во всем мире, на сдачу вождения. Машина, автомобиль с автоматической коробкой передач, то есть вот сегодняшний руководитель РЭО позволил, так скажем, то есть юридически сделать так, чтобы у людей был выбор сдавать на том, на чем ему в дальнейшем придется ездить, либо там, на чем ему удобнее ездить. То есть сегодня все сделано для того, чтобы человеку было комфортно. Да, мы со своей стороны также стараемся их подготовить именно так, как вот потом они будут и сдавать экзамены, и ездить на дорогах. То есть сдача экзамена – это один этап. Да? Второй этап – это вот дальнейшее движение, где находимся мы, где находимся все на одной дороге, да? То есть чтобы потом они нас не задавили там где-то, грубо говоря, да? То есть в таком плане. Ну и, соответственно, раньше, если девочки как-то боялись сдавать вождение, то есть то, что раньше нужно было сдавать только на механике, да, и сегодня, после того, как они услышали, что можно сдавать на автомате, хотите там на такой, хотите на сякой, хотите на красной, хотите на белой, то и, соответственно, как-то люди вот больше подтянулись, так скажем, и рвение большое. Единственное, конечно, вот сейчас вот мы сегодня наблюдали, ну так относительно вроде хорошая сдача, хотя были люди, кто не сдал, может быть от волнения, может быть от камеры, может быть еще какие-то там факторы, может на солнце пока ждали, перегрелись. Но что хочется сказать, что вот мы внутри в автошколе были люди, которых мы сюда не пустили. То есть которые сделали ошибки в автошколе, то есть мы не увидели смысл в том, чтобы они дошли до экзамена сюда и здесь попытали свое счастье. То есть все-таки хочется как-то их там подтянуть и так далее. Да? То есть и также вы сегодня наблюдали о том, что вот были люди, которые отучились в 16 лет, например, да, потом поступили, уехали, сейчас приехали уже по достижении 18 лет, попытались сдать, вот девочка сделала 4 ошибки, было обидно, но с учетом, что прошло 2 года, в принципе, как бы я считаю, что это нормальный показатель. Все абитуриенты, которые сегодня сдадут теорию, буквально через несколько часов приступят к сдаче практики. Мы не упустим такую возможность, чтобы посмотреть, как проходит весь этот процесс. Ну что, поехали?
Только после прохождения первого этапа испытаний будущего водителя допускают к практической части. Проверка навыков происходит на закрытых площадках, а также непосредственно в реальной дорожной обстановке с выездом на городские улицы. Экзамен считается успешно пройденным, если на всех этапах испытаний водитель допустил минимальное количество ошибок или вовсе обошелся без них. После успешной сдачи экзамена сотрудник госавтоинспекции выдаст вам водительское удостоверение. Срок действия водительских прав в Абхазии – 10 лет. Буквально в субботу мы проводили внутренний экзамен последней группы. Группа была в количестве 27 человек. Из 27 четверых мы не допустили по неуспеваемости до экзамена внутреннего. То есть кто-то пропускал занятия, кто-то... То есть мы взрослые люди, это не школа, мы, конечно, контролируем посещаемость, но понимаем, что если человек не ходил и не тот материал должный не востребован, не принял, да, то есть смысл его выпускать даже на внутренний экзамен автошколы. То есть четверых мы не допустили. Это уже, грубо говоря, там осталось 23. И из 23 две девочки не сдали. Кстати, вот редко, когда девочки не сдают теорию, у девочек обычно проблема с практикой. То есть две девочки не сдали теорию, были мальчики, кто не сдали теорию. Ну, в общем, вот 20 человек мы выпустили сюда. Обладатель прав должен навсегда запомнить, что если бы все соблюдали ПДД, дорога была бы приятным и безопасным приключением. Увы, это не всегда так. Многие, с позволения сказать, водители выезжают на дорогу, не имея даже отдельного представления о том, как управлять автомобилем. По сути, на дорогу выезжают убийцы. На сегодняшний день для того, чтобы повысить уровень наших будущих водителей, необходимо проводить работу уже до самой автошколы, в школьных учреждениях, дошкольных учреждениях, для того, чтобы сформировать в будущем у водителя необходимые навыки. И на сегодняшний день, если говорить о уровне подготовки в автошколах, конечно же, есть категория автошкол, вопрос которых мы будем поднимать в Министерстве образования, целесообразности вообще таких автошкол, количество абитуриентов, которые при сдаче квалификационных экзаменов в управлении госавтоинспекции, очень маленькое и низкое. Это говорит о слабой, наверное, подготовке преподавательского состава или же о слабом контроле и плохой дисциплины. Есть устоявшееся мнение, что правильнее всего получать права, закончив хорошую автошколу, где работают опытные инструкторы и преподаватели. Это дает возможность хорошо подготовиться к самостоятельной поездке на автомобиле по городу и на трассе, досконально изучить правила дорожного движения, тем более если обучение проводится с использованием персонального компьютера для каждого слушателя с уникальной программой по ПДД. Управление госавтоинспекции и МРЭО Республики Абхазия были проведены проверки автошкол. Несколько автошкол были исключены, потому что они не имели лицензию на это. В данный момент проходит жесткий отбор по сдаче экзаменов на права. Можно сказать, из 10 человек 8 не сдают. Это практически всегда эта цифра. Значит, они не получают должные знания в автошколах. Мы хотим в этом направлении усилить контроль. Надеемся, что качество автошкол у нас улучшится, и мы будем стараться это контролировать. Хочу выделить автошколы «Старт» и «Светофор», которые находятся в столице у нас в городе Сухом, с которых должны брать пример, так как абитуриенты этих автошкол показывают хорошие результаты. На авось, конечно, тоже бывают, приходят, но мы сразу говорим, в нашей школе нам важен рейтинг. То есть сегодня я думаю, что таким рейтингом мало кто может похвастаться, потому что все-таки у нас сдача хорошая. Пускай это будет 50%, да, то есть, но они настоящие 50%, то есть без всяких таких. Школа существует с 2011 года, но сложно мне сказать, какое количество, но я думаю, около 1003, наверное, люди все-таки получили. На сегодняшний день человек, чтобы получил водительское удостоверение, ему необходимо пройти обучение в автошколе. А обучение в автошколе контролирует Министерство образования Республики Абхазия. К сожалению, пока что Министерство внутренних дел не имеет существенных рычагов для контроля и надзора самих автошкол. Но я думаю, это вопрос времени. А также после того, как человек закончит обучение, ему необходимо пройти и сдать экзамен в управлении госавтоинспекции. Как вы видели,
У нас все компьютеризировано, все находится на цифре. Человек, чтобы получил водительское удостоверение, ему необходимо сдать экзамен. Его присутствие там необходимо, и оно контролируется человеческим фактором, а также и техникой. Безусловно, после сдачи экзамена ему необходимо для получения водительского удостоверения пройти персонализацию, так называемую, в кабинете ГАИ, где его на базу данных в кабинете служебно обязательно должны сфотографировать и внести в базу данных. Без этих выше мной перечисленных вещей получить водительское удостоверение невозможно. Так что это миф, который уже давно забыт. Может ли ужесточение правил сдачи экзаменов снизить аварийность на дорогах? Возможно. Получается, необходимо ужесточить не только теорию и практику, но и усилить контроль в легальности получения прав. Следить за водителями, первогодками, если попал в ДТП и его вина доказана, отправлять на пересдачу экзаменов, либо лишать прав на несколько лет. Именно такими вопросами занимается новый начальник МРЭО. Подготавливается законодательная база, позволяющая изъять водительское удостоверение у первогодок в том случае, если водитель в первый же год попал в ДТП. Помимо этого, в ближайшее время в Абхазии появится возможность обменять свои права на пластиковые. Подобное водительское удостоверение выдают на территории Российской Федерации. Руководство МРЭО изыскивает возможности для приобретения специализированной программы. В данный момент налажена работа так называемого одного окна. Сегодня мы можем сказать, что регистрационный отдел находится на должном уровне. Любой гражданин, который будет ставить свое транспортное средство на учет после прохождения экспертизы и получения бланка акт технического осмотра и подаст все эти документы в отдел регистрации с паспортом гражданина Абхазии или вид на жительство, будет получать свидетельство о регистрации автотранспорта в течение 15-20 минут. Менее месяца назад у нас в отделе произошла реструктуризация, а именно преобразование отдела, то есть мы перебазировались в новое помещение, в новый кабинет. В данном кабинете можно сказать, что процедура оформления намного упростилась. То есть если ранее время оформления автотранспорта занимало от 2 до 3 часов, то в данный момент оно занимает от 20 до 30 минут. В настоящее время немного проще за счет того, что люди меньше ждут, меньше вопросов, как бы все происходит, как так сказать, как бы режим одного окна, люди сдают документы, и за счет того, что им приходится ждать 15-20 минут, все довольны, очень быстро уходят, всех быстро обслуживаем. Для того, чтобы оформить автотранспорт, гражданину в первую очередь необходимо непосредственно само автотранспортное средство. После прохождения всех процедур в ангаре, осмотр машины, проверка всех документов, граждане обращаются непосредственно в отделение регистрации. После оплаты госпошлины и сдачи документов в течение 20-30 минут свидетельства о регистрации и госномерные знаки уже готовы, граждане забирают и, так сказать, едут дальше. Что касается необходимого перечня документов для оформления, в первую очередь необходимо паспорт гражданина Республики Абхазия. Его личное присутствие, в случае его отсутствия необходима нотариальная доверенность от его имени на осуществление данных действий от его имени. Также в обязательном порядке автотранспортное средство должно находиться здесь, на площадке, а именно в ангаре для его осмотра и сверки его ВИН-кода и других номерных агрегатов в соответствии со всеми первоначальными документами. На будущее, конечно, хочется, то есть вот от имени от автошкол как-то сказать, чтобы такой опыт, может быть, депутаты внедрили в том плане, что вот отучился человек в 16 лет, дать ему права с таким жестким испытательным сроком, чтобы он мог там ездить до школы, до университета, там без нарушения правил. Если попался, то уже, конечно, там отнимались бы эти права и так далее. То есть вот хочется как-то вот что-то такое, потому что молодежь, она, во-первых, легче все это осваивает, быстрее запоминает, и плюс у них будет боязнь нарушить какие-то правила, боязнь нарушить. Вот эти вот 2 года до 18 лет, на мой взгляд, позволят сформировать такого правильного водителя. Да? То есть, с одной стороны, он будет бояться, что он нарушит, у него отнимут права. И с другой стороны, это все-таки у него войдет в привычку, и дальше он будет ездить только правильно. То есть это есть такой мировой опыт в некоторых странах.
я думаю, что тоже можно об этом подумать и как-то перенять. У нас подобного рода реформы проходят не только в регистрационной деятельности госавтоинспекции, и в самих строевых подразделениях, которые у нас несут службу на дорогах республиканского и районного значения. В приоритете предоставления сервиса для того, чтобы наши граждане не испытывали неудобства в тех или иных моментах, когда в отношении них возбуждается административное производство или какие-то другие административные материалы за нарушение ПДД. Если будем говорить о строевых подразделениях, у нас есть доступ на всех постах ГАИ, оплаты штрафов, проверки, есть ли у них какие-то нарушения по камерам автофиксации, по сайту Министерства внутренних дел есть приложение. Вот такая задача стоит на сегодняшний день. Конечно, мы усиливаем контроль и надзор за дорожным движением и за дисциплиной нашего коллектива в летний курортный сезон для того, чтобы не было предвзятого отношения к автотуристам. К сожалению, эта проблема из сезона к сезону имеет место. И вот на сегодняшний сезон руководством страны, руководством Министерства внутренних дел для этого брошены очень большие силы, для того, чтобы подобной проблемы впредь не было. После того, как мы завершили ремонтные работы в регистрационном отделе, мы уже приступили к ремонту уже в экзаменационном отделе. Там у нас будут сидеть 3 инспектора РЭО. Они будут заниматься выдачей водительского удостоверения первичный, кто сдал у нас экзамен, также который будет подавать документы на обмен прав после окончания срока или утери прав. Все эти работы проводятся для того, чтобы граждане Абхазии, которые обращаются к нам, чтобы им было комфортно и уютно, и самое главное, быстро получить свои документы. После того, как будут завершены работы в экзаменационном отделе, у нас есть еще много видений, много планов, то есть мы на этом останавливаться не будем. Как заверили в МРЭО, усовершенствование всей системы на этом не закончится. Впереди много планов. Через полгода мы вернемся для того, чтобы осветить всю тему и проверить всю проделанную работу. Глава государства и министр внутренних дел дают нам большую поддержку, чтобы осуществить все эти работы. Если вы все же решили из категории пешехода перейти в категорию водителя, то помните, сев за руль, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто вас окружает. Берегите себя и своих близких. С вами была Рената Шакай.